Здравствуйте! В прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева. Главные темы дня. Итоги позитивные, ожидания реальные. Мнения экспертов о встрече двух лидеров. Дорога жизни и Чеселтком отныне в Остинской библиотеке. Состоялась презентация книг Гацера Плиева и Зарбега Джабиева. День Победы «Катюша-Смуглянка». Песни военных лет в исполнении правнуков победителей. В первой школе прошло праздничное мероприятие. Встреча Анатолия Бибилова и Владимира Путина, безусловно, стала важным событием для нашей республики. Главы двух стран обсудили вопросы безопасности, социального и экономического развития. Свое мнение по этому поводу выразили и эксперты, общественные деятели нашей республики. Репортаж Розы Тедеевой. Общественность республики и политические общественные деятели, анализируя встречу президентов Республики Южная Осетия, государства Алания Анатолия Бибилова и Российской Федерации Владимира Путина, отмечают неизменность курса на интеграцию и дальнейшее развитие отношений с нашим главным стратегическим союзником. Был обсужден ряд вопросов политической, экономической и социальной направленности. Каждому направлению в юго-осетинском обществе придают особое значение и ждут конкретных результатов. На мой взгляд, очень важный момент и знаковый такой. Встреча состоялась очень быстро. Через 10 дней после инаугурации, после вступления в должность, это тоже имеет о чем-то говорить. То есть это тоже положительный момент. И еще важно было для меня, на мой взгляд, очень важно было то, что была затронута тема инвестиций. Тема инвестиций в экономике Южной Осетии, так как в качестве кандидата Бибилов говорил, что приоритетом будет развитие сельского хозяйства и сельскохозяйственной переработки. То есть в плане развития промышленности, как промышленности, которая будет перерабатывать продукты сельского хозяйства. Это тоже очень важно, так как поступление инвестиций – это рабочие места, это социальная и экономическая стабильность. Если проследить те основные вопросы и точки, проблемные точки, которые у нас есть в республике и с которыми обращались граждане Южной Осетии к депутату, еще будучи депутату Анатолию Ильичу Бибилову, можно сказать, что уже на первой же встрече с Владимиром Путиным были озвучены проблемы, которые исходят от народа. Это очень важно. Вопросы по сберегательным вкладам. Не раз Анатолий Ильич Бибилов поднимал этот вопрос и ставил этот вопрос перед руководством нашей страны. Сегодня уже появилась возможность, и слава богу, появилась возможность, чтобы он уже поставил сам непосредственно данный вопрос, и вопрос, скорее всего, будет решаться в положительном русле. Южная Осетия в очередной раз получила гарантии всесторонней поддержки со стороны стратегического партнера. Так же, как и ранее, Россия выступает в роли гаранта безопасности, а также будет помогать в вопросах экономического и социального развития. Помимо вопросов безопасности обсуждались еще вопросы экономического роста, то есть развития реального сектора экономики, и несколько точек были тоже отмечены, поставлены, и вопрос, скорее всего, будет опять-таки решаться только в сторону интеграционных процессов. Очень важно отметить, и приятно было слышать то, что было отмечено, что программы реализации экономической характера и экономической направленности будут всячески поддерживаться во всех отраслях экономики. Для нас, для молодой республики, это архиважно. Обязательства в том числе накладываются и на Южную Осетию. Южная Осетия, то есть мы как государство обязаны будем, наверное, на мой взгляд, пересмотреть, может быть, работу правительства, работу администрации президента, то есть сделать ее более эффективной, так как все эти обязательства, они идут в рамках договора о союзничестве и интеграции. То есть, другими словами, этот договор о союзничестве и интеграции нужно будет наполнять делами. И вот таков посыл вот этой встречи. Теперь будем смотреть и ждать. В любом случае, первый шаг сделан, начало положено хорошее, на мой взгляд.
начало положено. Теперь все зависит от того, насколько юго-остинская сторона будет эффективно работать в отношении наполнения вот этого договора и насколько будет эффективно налаживаться диалог, межведомственный диалог между российской и юго-остинской стороной. Для Анатолия Бибилова в качестве президента республики это была первая встреча с российским лидером, практически сразу после избрания, что также отмечено многими наблюдателями, и этому придают особое значение. Роза Тедеева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. В преддверии 9 мая на Театральной площади традиционно прошла генеральная репетиция Парада Победы. Парад открывают знаменосцы. Чтобы не сделать ошибку, не замешкаться на доли секунды, несколько месяцев они тренируются по несколько часов в день. Шаг за шагом, как можно ближе к идеалу. Прогоны неизменно собирают много любопытных глаз. У зрителей нашего канала будет возможность посмотреть парад и в эфире. В пресс-центре Госкомитета информации и печати сегодня состоялась презентация книг двух профессоров – Гацера Плиева и Зарбега Джабиева. Развитие и сохранение остинского языка, короткие очерки о выдающихся современниках автора – это лишь небольшая часть из объемного разнообразия материала, предоставленного в книге Гацера Плиева. Книга другого автора, Зарбега Джабиева, сборник исторических очерков об одном из уникальных высокогорных ущелий нашей Родины – Чеселткоме. Подробности в нашем репортаже. «Дорога жизни», книга профессора Гацера Плиева и Чеселтком профессора Зарбега Джабиева были презентованы в Комитете информации и печати. Обе книги были изданы в 2016 году по решению издательской комиссии. Гацер Плиев в своей книге поднимает многие важнейшие вопросы, которые волнуют остинское общество, в том числе сохранение и развитие остинского языка, состояние нашей культуры. Гацер Плиев увлекательно рассказывает о просветителях, лучших представителях интеллигенции, о людях, которые внесли неоценимый вклад в развитие остинской культуры и языка, в составлении периодической печати, этнографии. Есть и глава, посвященная вкладу осетин в Великую Отечественную войну. Охорчи канудундар кавун, макускачи канудундар. Мастай со али роллагдар сбалдани зардабна. Приглашенные на презентацию отметили, что книга «Дорога жизни» имеет большое историческое и этнографическое значение. Она пригодится для людей всех возрастов. Каждый найдет в ней ценную информацию. Книга «Дорога жизни» интересна всем, кто изучает остинский язык и литературу. Большой интерес вызвала и книга «Чеселтком». Она была издана еще в 1988 году. Ее переиздали, дополнив имена и истории тех парней, которые проявили себя во время грузино-остинской войны. Я на лектор момента гиган род по студенты зонодом конференции на доклад, хочет бега амай растак. Ма торвозиват котонезен пуска факотком хочет бега. Хочет двичесек тогодис хашериф алазен дешес куданов су. Нена хошуди отцу на кутерте дар фарс, на донолсе дар зурзесте религиойн хос. В книге говорится об истории Чеселткома, об уникальной природе ущелья, топонимике, этнографии. Редактором книги «Чеселтком» является этнограф Константин Карленович Кочьев. Для меня, как для этнографа, было большим подарком появление книги Зарбега Петровича «Чеселтком» еще в первом издании, потому что это мгновенно оживило Чесельское ущелье, оно тогда уже было пустеющим. Сейчас там вообще осталось буквально несколько семей. Но вот благодаря вот этой книге мы можем не только посмотреть на
то, какие там фамилии жили, это можно легко по документам воспроизвести, но как они жили, какие были отношения у людей, какова была эта жизнь, какие были обычаи. То есть представить во всей полноте жизни те времена, когда там еще кипела жизнь. Вот этим двум книгам, «Честь и Утком» я уже просмотрела, прочитать еще не успела. А вот Гацира Гавриловича книга, вот сейчас я с ней познакомилась, и, по-моему, уже тут все сказали, как они важны и как они нужны. Они действительно просто крайне необходимы нам. И, во-первых, они, конечно, историческая хроника, вот как тут сказали, но кроме того, вот, действительно уходит старшее поколение, которое что-то знало. Нам вот по работе своей часто приходится ездить к памятникам, и мы бываем во всех районах нашей страны, в отдаленных, не в отдаленных, и чаще всего мы видим пустые деревни. И даже если кто-то там живет, они сами уже не могут дать нам никакую информацию, потому что это уже поколение, которое старшего поколения уже нет, а эти вот, наверное, все эти годы, 25 лет им надо было выживать. Комитет информации и печати в 2016 году подготовил к изданию 16 книг. Из них 9 книг были изданы, 3 уже в печати, а 3 остальные на стадии доработки. Роза Тедеева, Регина Черткоева, Аида Кочеева. Информационный выпуск сегодня. В преддверии Дня Великой Победы по всей республике проходят мероприятия, посвященные исторической дате. Праздничный концерт провели учащиеся первой школы. Любимые песни военных лет в исполнении правнуков победителей. Репортаж Зарасы Кузаевой. В первой школе, которая отличается подготовкой зрелищных программ, к праздничным дням был организован концерт. Учащиеся подготовили программу на тематику военных лет. В школе функционирует множество творческих коллективов, поэтому дети были прекрасно подготовлены и в хореографии, и в чтении стихов, и в хоровом пении. Зал рукоплескал, пел вместе с выступающими. На мероприятие были приглашены гости, представители ГУРОНО, члены коммунистической партии, председатель фонда раненых Южной Осетии Мадина Плива, а также ветераны войны. Как отметила директор школы Русудан Губозова, только 3 ветеранов могут посещать мероприятия, остальным уже не позволяет здоровье. Но сегодня все выступления и поздравления из уст детей звучат именно в адрес этих героев. Русудан Губозова поблагодарила всех организаторов, преподавателей за то, что они профессионально и на самом высоком уровне подготовили учеников. Поблагодарила всех детей за старания. Мы сегодня отмечаем праздник со слезами на глазах. К сожалению, этот праздник по-другому нельзя называть. Это история, многолетняя история нашей общей Родины, Советского Союза. Для того и звучали сегодня, чтобы мы помнили о том, через что прошел наш народ, что творил героический советский народ. И сегодня отзвуки этой войны набатом отзываются в наших сердцах. От имени коммунистической партии к собравшимся обратилась член партии Уляна Габуева. Именно под руководством коммунистической партии наш советский народ одержал такую великую победу. Да. И он шел с такой идеологией, что люди отдавали последний кусок хлеба солдату. В завершении концерта ученики исполнили еще один танец, и под бурные аплодисменты зрителей закрылся занавес. Зараса Кузаева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Победный май – священная для нас дата 9 мая. В эти дни мы вспоминаем и отдаем дань уважения воинам-освободителям, воинам-победителям, всем
живым и павшим. В далеком 41-м нашему соотечественнику Исидору Базаеву было всего 16. О юности, пришедшей на военные годы, и подвиге солдата в репортаже Елены Газаевой. Началась Великая Отечественная война, Исидору Базаеву было 16 лет. Он учился еще в школе, но полностью ощутил дыхание войны. Односельчане уходили на войну, другие трудились днем и ночью в тылу. Исидор вместе со своими ровесниками после школьных занятий работал в колхозе, но мечтал уйти на фронт. В 1943 году в ноябре Исидора призвали. После курса молодого бойца перебросили на передовую. Свою службу Исидор начал на Кавказе и в составе Первого Прибалтийского фронта дошел до Европы. Будучи разведчиком, участвовал в сложнейших операциях, снискав уважение сослуживцев и командования своей смелостью. Был награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Неоднократно отважный разведчик получил раны. До конца жизни в теле оставались осколки вражеских пуль. После войны Исидор продолжил служить до 1949 года. Вернулся на родину и женился. Воспитал вместе с женой 2 сыновей и дочку. Исидора запомнили добрым и порядочным человеком и мастером на все руки. До сих пор в селе Хитагурово многие помнят земляка-разведчика. И о таких личностях должны знать новые поколения. Елена Газаева, Джамбулат Лохова, информационный выпуск сегодня. Общественные деятели, известные артисты и, конечно же, преданные поклонники стали участниками и гостями презентации песни «Ирондан» Ибрагима Икаева, один из известных эстрадных исполнителей нашей республики. Его песни нередко звучат на различных праздниках. И, судя по аплодисментам зрителей, новая песня Ибрагима Икаева станет очередным хитом. Репортаж Зарины Кочиевой. В Цхинвале состоялась презентация песни известного осетинского музыканта Ибрагима Икаева «Ирондан». По словам певца, он написал эту песню сразу после проведения референдума по возвращению Южной Осетии исторического названия государства Алания. В планах Ибрагима Икаева снять клип на песню, где певец собирается показать всю мощь и величие нашего народа. Это не первая песня Ибрагима Икаева. В репертуаре певца много песен. «Осетинка», «Север», «Любимая» и это лишь часть. Известные исполнители Южной Осетии, депутаты парламента пожелали музыканту творческих успехов. Я знаком с творчеством Ибрагима Икаева. Я всегда его выделял. Уверен, что патриотическая песня «Ирондан» найдет свое место в современном осетинском песенном творчестве. Хочу пожелать молодому певцу здоровья, творческих успехов. В презентации принял участие наш известный певец Игорь Тасоев. Зарина Кочиева, Алим Бетеев, информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра, 5 мая. В Знаурском районе республики переменная облачность, небольшой дождь. Днем температура воздуха плюс 17, ночью 14 градусов тепла. В Дзавском районе облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 19. В городе Куайса переменная облачность, небольшой дождь. Днем 19 градусов тепла, ночью плюс 16. В Ленигорском районе Южной Осетии переменная облачность, дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 10. В столице республики Цхинвале облачно с прояснениями, дождь. Днем 19 градусов тепла, ночью плюс 15. У меня на этом пока все. Напоминаем, что наши выпуски вы сможете посмотреть на сайте государственного телевидения gtrkir.ru. Спасибо за внимание и до свидания.